Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Вначале вкратце о главном. Награды нашли своих героев. Достоин награждения высокой правительственной наградой орденом Красной Звезды. В Татарстане ветеранам войны вручили ордена Красной Звезды. О подвигах, о которых помнили, Рамиль Шайдуллин. Рыба в школьном меню есть, а на тарелках исчезает. Где-то фактическое меню не соответствовало утвержденному меню. Какие еще нарушения в школах обнаружил Роспотребнадзор, выяснила Юлия Гоголева. На последнем участке второго этапа Большого Казанского кольца началось движение в тестовом режиме. Я не знаю пока с пробками, но я уже пару раз проехал. Было свободно, достаточно хорошо. Узнал мнение автомобилистов и когда дорога полностью будет сдана в эксплуатацию. Салават Мухаммадулян. Опасные зимние забавы. Это опасный вид развлечений. Но нужно смотреть, если внизу люди. Смотреть, в общем, за трассой. Как не попасть с горки прямиком в травмпункт? Подробности у Натальи Мезиной. Завтра в нашей стране День Героев Отечества. В преддверии этой памятной даты в Татарстане сегодня две награды нашли своих героев. Это Орден Красной Звезды и Орден Славы. Их вручили участнику Великой Отечественной войны Гендуле Сахипову и родственникам Семена Стародубцева. Ордена они заслужили еще на поле боя, но из-за ошибок в документах и бумажной волокиты не смогли их получить. Спустя более чем 75 лет справедливость восторжествовала. Барабанная дробь в Баюково сегодня звучит по особому поводу. В этом доме живет самый известный человек села. Ветеран войны Гендула Сахипов. Великую Отечественную он прошел от первого и до последнего боя. Был представлен к награде, но так ее и не получил. Приказ от 27 июня 1945 года. Сегодня награда все же нашла своего героя. И пусть прошло уже 75 лет, и ветеран давно уже не молодой красноармеец, но орден Красной Звезды засиял на его пиджаке. Его наградили по-военному торжественно. Команду дали по видеосвязи. Я рад, что пока он живой, он получает свою награду, заслуженную, которую он заслужил во время Великой Отечественной войны. В 1945 году на Эльбе Гендула Сахипов смог в одиночку с минометом удержать атакующие танки и бронетранспортеры противника. Но в наградных документах красноармейцы записали как Гандула. Эта неточность в одной букве сыграла роковую роль. Орден он получил только в свое столетие и никогда никому не рассказывал о подвиге на Эльбе. Обязательно мы вас поздравим. И хотел бы еще пожелать в дальнейшем крепкого здоровья, чтобы дожили до 120 лет. Гендула Сахипов не единственный, кого сегодня награждали в республике. В Казани вручили орден Красной Звезды и орден Славы Семену Стародубцеву за мужество в боях. Семен Иванович был представлен к награде, он, к сожалению, находился в госпитале, и награда не была вручена. И вот спустя столько лет, в год 75-летия Победы, для нас это важно, что такая возможность появилась. Сам ветеран не дожил до этого дня. Ордена вручили его детям. Вспоминают, отец знал о заслуженной награде. Его представили к ордену после того, как в 44-м вместо раненого командира сам поднял взвод в атаку и уничтожил группу фашистов. Семен Иванович часто говорил об этом, но многие в это не верили до сегодняшнего дня. Дядя Вася всегда спорил с отцом. Отец говорил, что у меня есть такие награды. Он говорит, нету таких. Если бы были бы, тебе бы давно бы вручили. Дедушка получил награды, которые он искал. Я считаю его очень большим героем. С получением наград Гендулу Сахипова и родственников героев сегодня поздравил Рустам Миниханов. Я бесконечно благодарен им за подвиги и искренне рад, что даже спустя многие годы заслуженные награды нашли своих героев. В год 75-летия Победы своих героев ждут еще 10 наград. Историческая справедливость будет восстановлена. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Муслюмовский район, Казань. Рыба, фрукты и овощи в меню есть, а на тарелках школьников отсутствует. И это лишь одна из жалоб родителей, которая подтвердилась в ходе масштабной проверки Роспотребнадзора. Список нарушений длинный. Здесь и холодные блюда, несоблюдение санитарных требований и неисправное кухонное оборудование. О качестве школьного питания в Доме правительства говорили сразу с 3 ведомств: Роспотребнадзора, Минобра и Департамента питания.
20% всей еды, которую подают ученикам начальных классов, сегодня идет в отходы. Так называемый коэффициент несъедаемости выявили в ходе масштабных проверок Роспотребнадзора. Инспекторы уже побывали в каждой 4-й школе республики. Нарушения нашли в каждой 2-й. Нарушается маркировка продукции, нарушается товарное соседство. В 2 школах мы установили занижение температуры раздаваемых блюд. Остывшая каша и макароны – одна из самых горячих жалоб от родителей. Поступают они и в Департамент питания, и в Роспотребнадзор. По стандарту температура горячих блюд должна быть не ниже 65 градусов. Но на практике такое бывает не всегда. И чаще всего проблему выявляют в крупных школах, где обеденные залы большие, а перемены короткие. Поэтому работники кухни и накрывают столы заранее. В Департаменте питания уверены, это организационный вопрос, и решить его можно. Если четко и слаженно по этому гибкому графику педагоги приводят вовремя детей, в это время четко и слаженно сотрудники школьной столовой подготовили еду необходимой температуры 65 градусов, тогда действительно мы можем избежать вот это время, когда порция стоит на столе и остывает, и обветривается в ожидании ребенка. Нареканий по школьному питанию сегодня немало. В некоторых столовых оборудование старое или неисправно. Где-то меню совсем не то, что на бумаге. В одном обращении был неисправен мармит в школе, и поэтому горячие блюда подавались остывшими. Где-то фактическое меню не соответствовало утвержденному меню. Отсутствовала в меню рыба, овощи и фрукты были включены не каждый день. Чтобы оборудование в столовых было современным, а в обеденных залах не теснились, планируют разработать республиканскую программу по модернизации пищеблоков. В нее попадут 217 учебных заведений. Там есть и обновление оборудования, дальше мелкий ремонт, какие-то перепланировки без реконструкции. Если реконструкция – это слишком большие средства, слишком огромное, скажем, количество времени необходимо для того, чтобы согласовать. Мы этим занимаемся в рамках дорожной карты. Обновление пищеблоков начнется в следующем году. Перемен требует и культура питания. Не случайно теме здорового питания сейчас уделяется такое большое внимание. Повод для тревоги есть. Только за последние 3 года число школьников с диагнозом ожирения в Татарстане стало больше почти в 2 раза. В школах не едят, приносят еду с собой. Зачастую это фастфуд. Его же и покупают в буфетах. Поэтому и в Минобре, и в Роспотребнадзоре солидарны. Культуру здорового питания нужно прививать, хотя бы в школе, параллельно улучшая и качество еды. Юлия Гоголева, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. К другим темам. В Татарстане подтвердились еще 3 случая смерти от коронавируса. Умерли 2 мужчин, 60 и 65 лет, и 71-летняя женщина. Таким образом, число погибших от ковид в Татарстане достигло 155 человек. Заболели коронавирусом за минувшие сутки 90 жителей республики. 4 случая завозные, 86 контактные, 72 человека лечатся на дому, 18 госпитализированы. В России за минувшие сутки заболевших почти на 2000 меньше, 26 097 человек. Большинство случаев по-прежнему в Москве, 5232 человека. Практически не изменились цифры в Санкт-Петербурге и в Московской области, 3734 и 1341 заболевший. Почти столько же в Чувашии, 118 человек, в Удмуртии 190, в Башкортостане 147. Вакцины «Эпивак Корона» смогут прививаться люди старше 60 лет. Об этом сегодня в интервью нашему каналу сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Она рассказала и когда ждать массовой вакцинации. Напомним, на прошлой неделе в Казани начались пострегистрационные испытания новой российской вакцины на добровольцах. Любовь Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Все мы знаем, что на прошлой неделе в Татарстане начались пострегистрационные клинические испытания вакцины «Эпивак Корона». Действительно, Республика Татарстан вошла в число регионов, пилотных регионов, где проводится этап пострегистрационных клинических испытаний на добровольцах. Известно ли уже, выявились ли уже побочные эффекты этой вакцины? На сегодня все то количество, которое вот уже отобрано, прививается, никаких побочных симптомов не наблюдается, все идет в штатном порядке. И в целом мы ожидаем уже начала вакцинации на следующий год. Именно этой вакцины она уже будет такая более широкая, более массовая. Забегая вперед, говоря о массовой вакцинации, можно ли сегодня сказать, каким будет алгоритм для получения этой вакцины? Куда нужно будет обратиться человеку, обратиться в Роспотребнадзор
надзора, либо же в больнице. Можно ли хотя бы примерно рассказать, как это будет происходить? Пока, наверное, этот порядок вам никто не скажет, поскольку мы, во-первых, не знаем точно, какое количество придет вакцины. И все-таки на сегодня пока нет нормативных документов, четко определяющих контингенты, которые мы будем прививать. А вот то, что я обозначила, группы риска, они, да, существуют, но кто будет в приоритете, мы тоже пока этого с достоверностью сказать не можем. Максимальный возраст человека, который может принять эту вакцину, какой? На сегодня старше 60 лет, мы вот так говорим. А предельный возраст, он не определен, но старше 60 лет, это значит, что, в принципе, все подлежат. Соответственно, конечно же, при непосредственном наблюдении медиков и общие требования к вакцинации, вся вакцинация проводится только после обследования. Да, и, наверное, вопрос, который интересует большинство татарстанцев, будет ли вакцинация Эпивак короны бесплатно? Безусловно, вакцина бесплатная. У нас в Российской Федерации все те вакцины, которые входят в национальный календарь профилактических прививок, которые для профилактики массовых заболеваний, они все бесплатные, делаются на добровольной основе. И данная вакцина также будет включена в национальный календарь. Спасибо большое. Пожалуйста. Сегодня жители поселков, возле которых, возможно, пройдет трасса М-12, провели пресс-конференцию. На встрече поделились мнениями по поводу строительства новой дороги. Одна из главных новостей встречи: глава Лаишевского района Ильдус Зарипов сообщил, маршрут магистрали еще не утвержден, но строительство, вероятно, начнется уже летом будущего года. Строительство начнется летом. Наверное, когда будет проект утвержден. Это масштабное строительство века. Поэтому наша задача администрации все это организовать, чтобы людям было комфортно. Также жители поселков просили расширить число участников республиканской рабочей группы по обсуждению проекта автобана. А в Минтрансе сообщили, будет создана муниципальная рабочая группа. Все для того, чтобы больше людей смогли принять участие в обсуждениях. Для изменения же числа участников республиканской группы нужно постановление Кабинета министров Татарстана. К какому-то консенсусу мы к этому приходим. Поэтому я думаю, что будем продолжать, и какая-то рабочая группа будет создана и при муниципалитете, по дополнительным это мы тоже рассмотрим. Рабочую группу кто утверждает? Кто утверждает? Рабочую группу, постановление Кабинет министров. Ильдус Фатихович, какие вопросы? Вопросы по поводу будущей магистрали еще остаются. Часть из них постарались прояснить несколько дней назад. Делегация республики, куда вошли и жители поселков, посетили трассу М-11 Москва-Санкт-Петербург. Непосредственно на местности посмотрели, что из себя представляет магистраль, как работают шумозащитные экраны и какой уровень шума в соседних населенных пунктах. В тестовом режиме в столице запущено движение по Большому Казанскому кольцу. Этого события в городе ждали больше полувека. В августе была открыта первая часть магистрали, и вот с опережением почти в полгода дорожники завершают строительство второй очереди от улицы Борисковской до Технической. Как изменилось движение в столице и когда будет окончательный ввод в эксплуатацию, узнал Салават Мухаммадуллин. Одновременно десятки автомобилей, 6 полос движения и абсолютно новые знаки, к которым водители еще только привыкают. В таком режиме сейчас идет движение по магистрали столетия ТАССР. Пока на дороге только нижний слой асфальта. Верхний из-за технических особенностей и дорожных требований будут класть только весной. Хотя сейчас автомобилистам из-за этого лишний раз притормаживать не приходится. Покрытие ровное, на столбах указатели и освещение для движения в темное время суток. Хотя для местных жителей главное даже не качество дорожного полотна, а вообще наличие такой трассы. Дали освещение, светло, красиво стало, пробок поменьше, надеемся, будет. В общем, неплохо, я довольна. Что здесь колхоз был, да что сейчас дорога. Разница есть. Очень хорошо. Рады. Теперь у водителей появился еще один путь в центр. Учитывая, как в последние годы застраивался этот микрорайон со стороны РКБ, проблема пробок с каждым днем становилась все острее. Сейчас здесь, надеются, станет посвободнее. Удобнее в чем? Быстрее доезжать, да, конечно, в сторону Борисского, в сторону промбазы быстрее доедешь. Конечно, с такой дорогой. Я уже пару раз проехал.
было свободно, достаточно хорошо. Спасибо, что... А раньше объезжать, да, приходилось? Раньше приходилось объезжать, было тяжелее. Вторую очередь Большого Казанского кольца построили в 2 этапа. Общий бюджет больше 4 миллиардов рублей из федеральной и республиканской казны. Но и это еще не конец. В генеральном плане заложено прохождение, новое прохождение Большого Казанского кольца в створе железной дороги по Кировской дамбе, соединение, получается, с Крыловкой и продление уже соединения с дорогой дублером Горьковского шоссе. То есть масштабные планы такие. Это в будущем, а в настоящем тестовое движение на магистрали продолжится до весны. Затем участок от улицы Борисковской до Технической сдадут в эксплуатацию, и вторая очередь кольца будет полностью завершена. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Погибших стало меньше, аварий на региональных трассах больше. О ситуации на дорогах республики сегодня рассказали в Комитете Госсовета. Главные темы – смертность ДТП, скрытые номера на парковках и будущее электросамокатов и сегвеев. По последним, правительство республики уже направило в федеральный Минтранс предложение по внесению поправок в ПДД. 3600 ДТП, 298 человек погибли, почти 4500 получили ранения. Это цифры на 1 декабря. Меньше, чем в прошлом году, но в то же время увеличилось количество пьяных водителей и погибших по их вине. Тревожная ситуация с наездами на пешеходов в темное время суток. Сложившаяся ситуация с наездами на пешеходах сигнализирует о вероятности повторения сценария 2019 года, когда в 4-м квартале погибло более 44%, а вернее 44,6% пешеходов от всех погибших пешеходов за год. Световозвращающие элементы в одежде могут изменить печальную тенденцию. Переломить ситуацию с электросамокатами хотят инспекторы и законодатели. За год 13 аварий, 1 погибший. Татарстан предлагает все виды электронных устройств для передвижения со скоростью больше 20 км в час относить к категории мопедов. А это значит, на них уже нужны будут права. Предложены и другие поправки. Так, например, лица, использующие средства индивидуальной мобильности, обязаны, по нашему мнению, при пересечении дорог спешиться и руководствоваться правилами, установленными для движения пешеходом, а детям до 7 лет разрешить движение только в пределах пешеходных и специальных отведенных зон и в сопровождении взрослых. Поправки уже в Минтрансе России. В Москве на рассмотрении в МВД и предложение от татарстанского парламента ввести наказание за скрытие номеров на платных парковках. Салават Мухаммадуллин, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Благоустройство сквера в Казани к чемпионату мира 2018 привело к уголовному делу. Несуществующий бульвар, многомиллионные беспроцентные займы и неуплата налогов. О расследовании дела читайте в интернет-газете «Реальное время». Главой татарстанской митрополии назначен митрополит Екатеринбургский Кирилл. Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Кирилл был главой Екатеринбургской и Верхотурской митрополии. Сегодня Синод освободил его от управления и возложил новые обязанности. В настоящее время новый глава татарстанской митрополии находится еще в Екатеринбурге. Напомним, последние 5 лет татарстанскую митрополию возглавлял владыка Феофан. Он скончался 20 ноября. Священнослужители тесно общались. В 2011-м практически одновременно были назначены главами митрополий на Урале. Тогда владыка Феофан возглавил Челябинскую митрополию, а Кирилл был назначен главой Екатеринбургской. Они помогали детям с ограниченными возможностями здоровья, а сейчас сами нуждаются в помощи. Центр абилитации «Благое дело» Зеленодольска на грани закрытия. Финансовое положение организации, работающей при поддержке спонсоров, осложнилось из-за пандемии. Этот центр, единственный в районе, является вторым домом для 160 особенных детей. Сейчас они могут остаться без лечения. Бери кисть, макай. Никите Кулькову 9 лет. С рождения у него ДЦП. Однако это не мешает ему заниматься живописью. Уже 5 лет каждую неделю они с мамой приезжают в Зеленодольский центр абилитации. Особенно он любит рисовать карандашом. То есть у него свое видение.
своих произведений, своих картин. Изначально, когда мы пришли, мы действительно не умели ни толком ни кисточку держать, ничего. То есть постепенно как бы процесс адаптации идет. Центр стал вторым домом для семей, в которых воспитываются дети с особенностями здоровья. С момента основания он работает за счет спонсорской помощи. Сейчас сюда ходят 160 детей с разными диагнозами. Занимаются в кружках, есть и тренажеры. Мы собираемся, у нас проходят елки для особенных детей. То есть 8 марта, праздничные такие вот мероприятия. Нам очень нравится. Мы приходим всегда. Этот фонд очень нужен городу, потому что таких фондов в нашем городе больше нет. Однако на размеренную жизнь центра повлияла пандемия. Количество спонсоров и людей, желающих оказать помощь, резко сократилось. Долг за услуги ЖКХ – 130 тысяч рублей, а центр на грани закрытия. Зимой мы платим 32 тысячи за коммунальные услуги. Мы государственной поддержки не имеем. Финансируется она только за счет средств родителей детей-инвалидов. Членские взносы, пожертвования. Но в этом году нам было настолько тяжело, что мы даже попросили помощи. Это первый раз за 6 лет. Однако сдаваться в центре не собираются, пока на помощь пришли волонтеры. Общими усилиями удалось закрыть часть долгов и даже начать ремонт во второй части здания. После того, как мы сделаем там ремонт, там будут сидеть медицинские работники, будут массажные кресла, будут там массаж делать, остеопаты будут приезжать, также будут всяческие аппараты, плюс образовательный кабинет. Там будут приходить дети, большой кабинет будет. Вместо того, чтобы в школу ходить, можно будет сюда спокойно ходить и учиться. Помочь сохранить абилитационный центр может любой желающий. Для этого можно перевести любую сумму на карту, которую вы видите на экране. Она прикреплена к номеру телефона. За 6 лет существования здесь оказали помощь более 500 детям. Ильгиз Шакуров, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск. Биологические очистные сооружения Нижнекамск-нефтехима посетили преподаватели детского эколого-биологического центра города. Это учреждение доп. Образования активно занимается эколого-просветительской деятельностью. Экскурсию для преподавателей на очистные сооружения лично провел начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Нижнекамск-нефтехима Сергей Бояркин. Учителям подробно рассказали о значимости очистных сооружений для экологии Нижнекамска, а также об истории становления и развития БОС. Так, в 2016 году была завершена реконструкция узла механической очистки хозяйственно-бытовых стоков. Новое оборудование позволяет улавливать бытовой мусор размером до 5 мм. В отличие от предыдущей схемы, теперь в стоках максимально сохраняется бытовая органика. Производится отмывка песка от загрязнений, что повышает качество последующей биологической очистки. Мы сегодня пригласили педагогов детского эколого-биологического центра. Это наша подшефная образовательная организация с тем, чтобы показать им природоохранные мероприятия Нижнекамск-нефтехима. Вы все знаете, что не так давно были произведены масштабные реконструкции биологических очистных сооружений, на которые затрачено более 3 миллиардов рублей. В продолжении темы модернизации преподавателям рассказали, что в 2019 году завершена реконструкция узла механической очистки химзагрязненных стоков. Все сооружения герметичны, оснащены установками для уничтожения неприятных запахов. Для предотвращения загрязнения воздуха предусмотрены газоочистные установки, основанные на методе биофильтрации, который считается одним из лучших в Европе. Эффективность очистки выбросов до 95%. На биологических очистных сооружениях Нижнекамска-нефтехим я сегодня первый раз, и я получила огромное удовольствие, посетив это предприятие. Как директор центра считаю, что эта информация очень полезна для наших всех педагогов, биологов, потому что мы должны нести нашим ребятам, старшеклассникам, нашим юным горожанам достоверную информацию о том, как работают наши предприятия, о том, сколько делается для улучшения окружающей среды нашего города. Пенсионеры все чаще переводят свои пенсии в Сбербанк. Сейчас в республике почти 650 тысяч пожилых оформили карту «Мир социальная».
В текущих эпидемиологических условиях иметь карту не просто удобно, но и важно. Теперь это гигиеническая норма, которая позволяет сохранить здоровье. Особенно людям старшего поколения. Именно для того, чтобы не подвергать себя риску, пожилые граждане доверяют свои пенсионные начисления Сберу. Карта «Мир социальный» очень удобный инструмент для получения различного рода пенсий и пособий, потому что вам не нужно ходить в отделение банка, вам не нужно ждать доставщика пенсии. Карта позволяет вам получать деньги в режиме реального времени, тогда, когда происходит зачисление. Давайте спросим у пенсионеров, что они думают об использовании карты «Мир социальная». Карточку оформила, как только вышла на пенсию, и оказалось, что это очень удобно. Сейчас, сами знаете, пандемия, очень опасно выходить на улицу, тем более нам, пенсионерам. Поэтому с этой карточкой мне пришлось подружиться более ближе. Ей я уже сейчас доверила автоплатеж за все услуги ЖКХ. Чтобы оформить карту «Мир социальная» Сбербанка, теперь не нужно даже посещать офис. Заказать карту можно онлайн на сайте Сбербанка. А когда она будет готова, банк пришлет СМС. Татарстанские вяленые гуси «Чак-Чак» стали победителями национального конкурса «Вкусы России». В нем приняли участие 79 регионов. Татарстан представил 22 бренда. Победители не только презентуют всей стране свою продукцию, но и получат возможность ее продвижения в торговых сетях. В народном голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. По итогам конкурса были названы 24 победителя в 8 номинациях. Это 24 вкуса, которыми может гордиться Россия. Минсельхоз планирует сделать конкурс «Вкусы России» ежегодным. И победитель, скажу сразу, я неравнодушна к этому бренду, потому что это уникальный продукт. Татарский вяленый гусь. Уникальный продукт. Я поздравляю Республику Татарстан. Пока это все новости. Больше новостей в наших аккаунтах ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас о погоде и до встречи. Здравствуйте! На пару дней стало теплее, но уже очередная порция холодного воздуха ожидает жителей Татарстана. О погоде на 9 декабря поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ясная погода сохраняется и все еще без осадков. Температура начнет понижаться днем до -12. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков, ясно и морозно. На дорогах гололедица, будьте внимательны и осторожны. Солнечная, холодная погода без осадков и на севере Татарстана. Дневная температура -11. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси синоптики обещают малооблачную погоду. Температурный фон станет ниже. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске солнечно, морозно и безветренно. На повышенном фоне атмосферного давления вполне комфортная погода ожидает жителей центральных районов Татарстана. Дневная температура 10 градусов ниже нуля. После небольшого ослабления морозов в республике вновь похолодает, но осадки не спешат в наши края. В четверг солнце будет радовать весь день своим светом, но теплее от этого не станет. В Казани будет солнечно, без осадков, ночью -12, днем около 9 мороза. К вечеру станет прохладнее. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.